В эфире информационный выпуск Амшик-Пшара. Здравствуйте. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Абхазии, в повестке дня которого было более 15 вопросов. Члены правительства заслушали отчет о проделанной работе за 2018 год Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия и одобрили изменения республиканского бюджета на 2019 год. В начале заседания члены правительства рассмотрели два кадровых вопроса. Берулава Роланд и Ратия Роланд назначены заместителями начальника службы государственного надзора Республики Абхазия за деятельностью в области связи. С итоговым отчетом о проделанной работе Министерства по чрезвычайным ситуациям за 2018 год выступил министр Лев Квициния. В течение отчетного периода подразделениями МЧС было осуществлено 4202 выезда. Из них на пожары и загорания 890, на происшествия на водных бассейнах 53, на устранение последствий стихийных бедствий 69, на устранение последствий ДТП 220. 64 выезда было совершено на обезвреживание взрывоопасных предметов, а ложных вызовов было 170. При этом обезврежено 188 взрывоопасных предметов, на обезвреживание химически активных веществ 34 выезда. По словам министра, статистика выездов уменьшилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция на снижение числа выездов на чрезвычайные ситуации во многом связана с наращиванием профилактических работ с населением. Весьма эффективным является использование возможностей электронных средств массовой информации, а также организация познавательных и обучающих занятий в школах, в детских оздоровительных лагерях по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях. Однако, при всем этом, статистика жертв чрезвычайных ситуаций весьма тревожна. В 2018 году на пожаре погибло 8 человек, а в 2017 – 7. На водных бассейнах погибло 8 человек, а в 2017 году – 11. Всего спасено 58 человек, из них 11 на пожаре, 8 на водных бассейнах, 24 ДТП, 14 при поисково-спасательных работах, 5 при оказании психологической помощи. Лев Квициния также отметил о необходимости принятия закона о пожарной безопасности, который определял бы правовую основу и принципы организации системы пожарной безопасности и государственного пожарного надзора в республике. Кроме того, по мнению министра, назрела необходимость создания при МЧС Абхазии нового медицинского управления, которое будет координировать работу Центра медицины катастроф и подразделения санитарной авиации. На заседании Кабинета министров был одобрен законопроект об изменениях в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2019 год. В представленном проекте закона меняются основные параметры государственного бюджета на 2019 год в части доходов, расходов и дефицитов бюджета. Как сообщил НАНБА, планируется увеличение собственных доходов в объеме 54 миллионов рублей. Данное увеличение собственной части доходов планируется за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи. Джансух НАНБА также привел цифры увеличения и сокращения расходов по отдельным направлениям. Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год увеличен до 1 миллиарда 166 миллионов рублей. Расходы на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам увеличиваются на 59 миллионов. Расходы на содержание абхазского государственного телевидения увеличиваются на 8,8 миллиона. Увеличение сметы телевидения заключается в включении в бюджетную смету доплат к заработной плате, которые ранее данные выплаты осуществлялись с внебюджетного счета, так называемого спецсчета. И в целях приведения в соответствии производимых операций с действующим бюджетным законодательством принято решение включения их в бюджетную смету. В расходной части республиканского бюджета также предусматриваются и сокращения на общую сумму 13,4 миллиона рублей. О чем идет речь? На содержание Народного собрания парламента Республики Абхазия бюджетная смета сокращена на 1 миллион 400 тысяч рублей. В рамках
мер бюджетного принуждения, принятых Министерством финансов в отношении Народного собрания. Далее, в отношении управления госдачами Республики Абхазия планируется сокращение сметы на 637 тысяч рублей. На содержание государственного управления связи и массовых коммуникаций идет сокращение сметы на 3,4 миллионов рублей, что связано с созданием новой структуры Госсвязьнадзора. Кроме того, Джансух Нанба подчеркнул, что по поручению президента Республики Абхазия в рамках реализации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации, повышения заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан, принято решение Кабинета министров Республики Абхазия о повышении заработной платы основным категориям работников госучреждений. В этой связи вносятся корректировки в расходную часть республиканского бюджета. Распределены расходы на повышение заработной платы социального блока соответствующим направлением. На заседании Кабинета министров также было утверждено положение о лицензировании деятельности по производству электроэнергии. В соответствии с законом Республики Абхазия от 11 августа 2017 года об электроэнергетике, есть градация по генерации до 5 мегаватт. Это может быть частная собственность. И все, что выше, это обязательно государственная собственность. Но, тем не менее, объекты должны быть лицензированы, сертифицированы. Это, к счастью для нас, стало уже актуальным, потому что появился первый объект, который восстановлен с помощью частных инвестиций. Это Сухумгэс, вы все о нем знаете. Можно считать, что объект интегрирован на данном этапе в систему. И в ближайшее время будет подписан договор между Черноморэнерго и оператором этого объекта. И часть электроэнергии будет направляться напрямую на объекты на территории Абхазии. Кроме того, члены правительства утвердили положение о порядке выдачи разрешений на реконструкцию объектов капитального строительства, о порядке исчисления оклада по занимаемой должности и размера надбавки за выслугу лет должностным лицам таможенных органов и ставки сборов за предоставление лицензий на виды деятельности, лицензируемые ГТК. На заседании Кабинета министров члены правительства также приняли постановление о заключении соглашения между правительствами Абхазии и Южной Осетии о международном автомобильном сообщении. Решением Кабмина помещение магазина номер 3 в Гудауте включено в перечень государственных объектов, подлежащих приватизации. А администрации Гагрского района дано согласие на выделение земельных участков в Пицунде и Гагре для строительства гостиниц. В преддверии летнего курортного сезона Государственный комитет Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации осуществил плановые проверки арендованных государственных объектов, чтобы оценить, какие ремонтно-восстановительные работы в них проводятся. На сей раз проверки были осуществлены в городе Пицунда на 3 объектах: пансионат «Самшитовая роща», Литфонд и дом отдыха «Питёс». Обо всем подробно в репортаже Али Китрапш. Дом отдыха «Питиус» был построен еще в 70-х годах прошлого века. В 2016 году государственный объект был сдан в аренду. И с того времени арендатор поэтапно проводит здесь ремонтно-восстановительные работы. За это время полностью отремонтированы все номера 10-го этажа. На остальных этажах, где ранее был произведен только косметический ремонт, в ближайшем будущем также планируется сделать капитальный ремонт и обновить фасад здания. Территорию дома отдыха «Питиус» во время сильных штормов часто заливало, поэтому здесь были произведены и берегоукрепительные работы. Там у нас стояли апатские, рестораны стояли, много зданий было. Их полностью снесло. И вот мы решили укреплять. Привезли инженера сюда, он посмотрел, сказал, нужен бетон, то есть нужно заливать. И начали заливать полностью все. Где-то 120-130 метров мы залили только бетона туда. Плюс построили здания, рестораны, длина где-то 75 метров здания этого. Плюс апатские еще, то есть очень много чего построили. Но трудности заключаются в деньгах. Потока людей такого нету, отдыхающие бывают чего-то боятся, там услышат по телевизору, и может человек 100 просто сдать путевки, и у нас убытки идут. Потом уже наш директор Руди Хагуш, он свои деньги берет и начинает вкладывать свои деньги в объект. И это каждый год у нас.
Территория дома отдыха «Питиус» занимает более 6 гектаров, на которой, кроме пансионата, расположился и субтропический парк с тенистыми беседками и экзотическими растениями, в том числе с пицунской сосной. На территории дома отдыха есть спортивные площадки, бассейн. Их также планируется обновить. По сметам, актам выполненных работ сегодня, которые мы приняли, проведены работы более чем на 52 миллиона рублей. Работы продолжаются. Арендатор у нас прекрасные взаимоотношения. Мы работаем тесно. Все сметы предоставляются в срок. Если какие-то задержки есть, мы идем на уступки, подписываем дополнительные соглашения. Пансионат «Литфонд» или Дом творчества писателей в Пицунде, как его называли в советские времена, основан в 1951 году. В свое время Здравница была любимым местом отдыха советских и зарубежных поэтов и писателей. В 2002 году пансионат, являющийся государственной собственностью Республики Абхазия, был передан в аренду Ассоциации предприятий Минатома, являющимся структурным подразделением госкорпорации «Росатом». С тех пор пансионат поэтапно ремонтируется. Комплекс общественного питания пансионата «Литфонд» после ремонта оснащен всей необходимой техникой и инвентарем. За раз столовая может обслужить до 500 человек. Отремонтирован актовый зал вместительностью 250 человек. Благоустроена территория пансионата, заменены коммуникации. На 10, 11 и 12 этажах завершен капитальный ремонт номерного фонда. На каждом этаже расположены 20 номеров стандарт, по одному номеру люкс и 3 полулюкса. Двухкомнатные номера повышенной комфортности разделены на 2 зоны – гостевая и спальня. Номера оснащены качественной бытовой техникой, сантехникой и мебелью. Из окон открывается потрясающий вид на море и реликтовое озеро Инкит, что также послужит приятным дополнением к отдыху. Радует нас все, и обслуживание, и аниматоры, и все-все. И бассейн шикарный, и погода, и дельфины, и питание, и ремонт. Он даже, ремонт вовсю идет, но мы не против. Пусть делают. Ремонты еще хоть сделайте и доделывайте. Это тоже плюс для вас, и для нас тем более. Исключительно. Будем ездить каждый год. 13-й этаж пансионата «Литфонд» полностью реконструирован под бизнес-центр, где есть конференц-зал, кафе-бар, бильярдная, сауна. На первом этаже созданы зоны досуга, бильярдная, кафе-бар, библиотека, детская комната, а также дополнительный корпус для лечебных процедур. Постепенно хотим пансионат перевести на санаторию. Вот. Для этого что мы имеем? Имеем медицинскую службу. Человек 15. 4 доктора, медсестры. Одно крыло полностью мы отдали, второе крыло мы отдали им. И вот в этом году, значит, отремонтировали и там, и тут. И ждем новое оборудование из Москвы. И постепенно, может быть, где-то года через 2, может быть, мы перейдем в категорию санатория. Малые семейные корпуса пансионата также были обновлены. На прилегающей территории Литфонда есть рестораны, дом-гриль, многофункциональная спортивная площадка, бассейн. Сейчас здесь идет строительство новых коттеджей. Все работы, которые проводятся здесь, согласованы с Госкомитетом по управлению госимуществом и приватизации. Все решения, которые на новое строительство, либо на реконструкцию, с нашим согласием утверждены постановлением Кабинета министров. На сегодняшний день более 150 миллионов рублей здесь вложены. Будем дальше сотрудничать и проводить необходимые мероприятия для полного функционирования данного комплекса. Еще один государственный объект размещения туристов – пансионат «Самшитовая роща». Он был сдан в аренду в 1999 году. Современное 10-этажное здание расположено в субтропическом парке среди вечнозеленых растений и деревьев на 14 гектарах земли. После проведенной реконструкции и обновления номерного фонда пансионат «Самшитовая роща» вышел на европейский уровень. Одновременно в пансионате могут разместить порядка 800 человек. Здесь 386 номеров разных категорий, оснащенных необходимым набором мебели и техники. На территории пансионата также открыли современный медицинский центр. Лечебно-диагностическое отделение. Тут 3 профиля лечения. Кожные заболевания, легочные заболевания и лечение опорно-двигательного аппарата. Вот в этих 3 направлениях мы специализируемся в этом сезоне. В следующем сезоне мы будем привозить дополнительные медицинские программы. Врачи, которые у нас присутствуют, это, собственно, естественно, терапевты, неврологи, кардиологи. Будет в ближайшее буквально время педиатр.
Кроме того, пансионат своим гостям и всем желающим предоставляет косметические СПА-процедуры, оздоровительные души и ванны, услуги массажного кабинета. Отдых продуманный, все вот эти все лечебные процедуры. Очень нравится массаж. Вот сегодня посетил хамам, ну, помолодел лет на 5. В пансионате функционирует кинозал вместительностью 500 человек, 3 бассейна с морской водой, также открыты детские развлекательные и спортивные площадки. Все изменения проводились вот в зимний период, и первый заезд у нас уже состоялся 4 апреля. И даже больше могу сказать, что сюда приехали представители более 20 стран. Это были Австралия, Новая Зеландия, Америка и так далее. То есть для очень многих людей это было открытие и страны, и открытие, что есть такое место в Абхазии. Сотрудники Государственного комитета Абхазии по управлению государственным имуществом и приватизации и дальше продолжат плановые посещения гособъектов, находящихся в аренде. Алика Трапс, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. По инициативе Государственного инвестиционного агентства сформирована рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов в Абхазии, сообщается на официальном сайте Инвестагентства Республики. Соответствующий приказ подписал министр экономики Адгур Ардзинба. В соответствии с приказом министра экономики в состав рабочей группы входят представители Министерства экономики по налогам и сборам, внутренних дел, юстиции, таможенного комитета и Государственного инвестиционного агентства. Государственное инвестиционное агентство является координатором деятельности межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься всем спектром вопросов, касающихся таможенного оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости, налогообложения и другими юридическими вопросами. Литературно-мемориальный музей имени Дмитрия Гулия с выставкой культурной связи абхазских и русских писателей представляет Абхазию на 21-м международном фестивале «Интермузей-2019», который проходит в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». Смотрите репортаж нашего специального корреспондента Ноны Кукускер из Москвы. Международный фестиваль музеев «Интермузей» – одно из главных музейных событий года, не имеющее аналога в мире. Программа фестиваля включает в себя экспозиционную часть, деловую, культурные программы, а также конкурс среди музеев-участников. Уже в 4-й раз на правах гостя в фестивале участвует и Абхазия. Общее же количество музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, принимающих здесь участие, доходит до 400. В торжественном открытии Интермузея приняли участие министр культуры и охраны, историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсали и ее заместитель Батал Кубахи. Очень много различных круглых столов, конференций. Музей сейчас вообще работает по другому принципу. Знаете, вот этот нафталиновый запах в музеях советского времени уже давно забыли. Они становятся интерактивными, люди. И вот эту технологию можно здесь посмотреть. Это как бы раскрывает горизонты для музейных работников, горизонты мира. Мы не можем все посетить, бац, посмотреть. Ну, мне лично почему здесь интересно? Потому что я тут встречаюсь с очень многими коллегами, которые занимаются и объектами культурного наследия, музеями, объектами, предметами, там, которые хранятся в музеях, то есть тоже вот движимыми объектами культурного наследия. Мне очень интересно с ними поговорить. Сегодня даже вот существует такая система, это вот старый взгляд, что артефакты культурного наследия должны охраняемо под стеклом. Все это делается виртуально, все хранится в архивах. Ну, вот такая возможность есть. Абхазию на Интермузее уже во 2-й раз представил Государственный мемориальный музей Дмитрия Гулия, который посвятил свою экспозицию культурным связям между Абхазией и Россией. А материал здесь богатый. В советское время, еще при жизни патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия, в Абхазию приезжали многие видные деятели советской литературы и культуры. В экспозиции широко представлены фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях абхазских и российских литераторов того времени. Здесь очень многое переплетено. Во-первых, русско-абхазские связи, связи Дмитрия Гулия и русские писатели. Вы прекрасно знаете о том, что Константин Симонов считал своими крестными родителями Дмитрия Ильича и его супругу. И поэтому мы решили... Дом Гулия очень гостеприимный дом. И в советское время там бывали очень знаменитые писатели, как и русские, так и зарубежные. И вот мы решили
часть стенда посвятить вот этим связям. Выставку посетила сотрудник посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, внучка Дмитрия Гулия Татьяна Гулия. Многих, кто запечатлен на исторических снимках, она знала лично. Так известного поэта-публициста Константина Симонова в детстве запросто называла дядей. Мне, конечно, немножко странно называть дом-музей, потому что я какое-то время жила в этом доме. И когда я прихожу туда, я вспоминаю, кто там был, кто где сидел, какие кто стихи читал. Это было очень интересное время. Многих мы звали не по имени и отчеству, а дядя Костя, например, да, Симонов, дядя Киршал, это Киршал Чачхалия, дядя Баграт Шинкова и так далее. Поэтому все это очень вспоминается близко, и для меня большая честь, что дом-музей, творчество моего деда представлено здесь, в центре Москвы. Абхазский стенд привлекал внимание посетителей редкими архивными кадрами. Видео помогало увидеть работу дома-музея изнутри. Такие форумы дают возможность не только показать свой материал, но и быть в курсе современных тенденций музейного развития. Выставка продолжит свою работу до 2 июня. Нона Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы. К 80-летию со дня рождения заслуженного художника Абхазии Сергея Габелия в Абхазском государственном университете состоялась конференция, посвященная творчеству известного деятеля. Кроме того, была организована выставка его работ. Репортаж Гугу Цивардания. По-настоящему народный художник. Его произведения близки и понятны каждому. Ему было дорого все, что связано с историей, жизнью и бытом абхазского народа. Он оставил превосходные работы в разных жанрах – портрете, пейзаже, в исторической картине, а особое внимание в своем творчестве Сергей Михайлович уделял природе. Сергей Габелия родился в высокогорном селе Губ. И, конечно же, во многих своих произведениях он описывал красоту родных мест. Виды на заснеженные горы, густые леса, поля кукурузы, на которых трудились крестьяне, отцовский дом, быт и обычаи крестьян, портреты старцев. На конференции, посвященной юбилею художника, была представлена часть его работ. Вспоминайте его. Есть что вспомнить. Очень много чего. Да. Как он заботился об абхазской культуре, как он руководил 21 год Союзом художников Абхазии. И вы представляете, это беспрецедентный случай. Председатель Союза художников Абхазии был включен в правление Союза художников СССР. Да. Это ни за какие деньги не делается. Это делается, потому что в нем видели настоящего деятеля культуры. Сергей Михайлович – это тот человек, который создает имидж Абхазии. Я ни разу не видел, чтобы Сергей нервничал. Он всегда был спокойный. У него всегда светились глаза. И когда он говорил о художественном искусстве, он преображался. Как отмечалось на конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Сергея Габелия, одной из самых главных тем, волнующих художника, была историческая драма абхазского народа – «Махаджирство». Он посвятил ей не одно полотно. Как отмечают знатоки, художнику особенно удавались исторические и бытовые картины с многофигурными композициями. Над темой махаджирства Сергей Михайлович начал работать еще в студенческую пору. С докладом о его дипломной работе выступил руководитель отделения изобразительных искусств Нукзар Логуа. Живописец, романтик с постимпрессионистическим стилем письма. Выпускник Тбилисской академии художеств 1966 года. Его дипломная работа «Махаджири», посвященная трагическим событиям Абхазии XIX столетия, становится камертоном для всего творчества художника, так как он не раз будет возвращаться к этой теме
последующие годы своей жизни. Сергей Михайлович долгое время преподавал в Сухумском художественном училище, а затем в АГУ на отделении изобразительных искусств. Работы Сергея Габеля известны не только в Абхазии, но и в России, Чечне, Турции, Финляндии и во многих других странах мира. При этом за всю свою творческую деятельность он ни разу не провел персональной выставки. Сегодня работы Сергея Михайловича находятся в картинной галерее Абхазии, в семье художника и в некоторых частных коллекциях. Гугу Савардани, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. В МЧС Абхазии завершился первый этап тренингов по разминированию, которые проводили специалисты Международного комитета Красного Креста. Тренинги проводились в рамках проекта миссии МККК по поиску пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Подробности в репортаже, подготовленном пресс-службой МЧС. Тренинги проходили в течение 2 месяцев. По словам специалистов, наибольшее число поисковых работ в Абхазии проводятся на территории Сухумского и Очамчирского районов. Именно поэтому к тренингам были привлечены сотрудники пожарно-спасательной части города Очамчира и Центра особого риска «Пламя» МЧС Абхазии. Впечатления о работе великолепные. Наши тренера имели от, скажем, группы обучающихся полное внимание, поддержки. Они выявлялись профессионализмом в выполнении всех задач педагогического характера, а также очень заинтересовались всем технических аспектов, которые были им предъявлены во время сессии по обучению. И дружная обстановка между специалистами, которые быстро нашли общий язык, несмотря на то, что они, по сути, разговаривают на разных языках. Это для нас было очень приятно увидеть. Мы с самого начала всегда чувствовали со стороны МЧС Абхазии сильная поддержка. Теоретические занятия чередовались с практическими в реальных полевых условиях. В этом году поиски пропавших без вести стартуют в июне и продолжатся до августа. Сотрудники МЧС, которые будут обеспечивать безопасность проведения работ, включены в поисковую группу впервые. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квициния, подобные тренинги крайне важны по части повышения профессионального уровня абхазских спасателей. Как вы понимаете, служба наша имеет разные направления, но один из самых основных направлений – это то, к чему вы обучиваете наших будущих специалистов. Ваш опыт, знания, которые вы передаете нашим сотрудникам, для нас это очень важно. По словам сотрудников МККК, на данном этапе завершена лишь часть обучения, пройдены лишь 2 модуля занятий. По их итогам выданы промежуточные сертификаты международного образца. Во второй половине этого года тренинги будут продолжены, и уже по их завершении абхазские спасатели получат полноценные сертификаты на проведение профильных работ по обеспечению безопасности поисковых работ. Кроме того, миссия МККК в Абхазии передала в безвозмездное пользование МЧС Республики более 100 предметов, необходимых при проведении поисковых работ, начиная от бронежилетов и GPS-навигаторов и заканчивая носилками и медицинскими принадлежностями. Напомним, что поиски пропавших без вести миссии МККК в Абхазии ведутся уже 7 лет. За это время удалось обнаружить около 500 останков, из них более 200 удалось идентифицировать. В канун Международного дня защиты детей инициативная группа журналистов и активистов провела выставку у 9 общественных организаций, которые занимаются вопросами прав детей. Также в рамках мероприятия были подведены итоги республиканского конкурса среди молодых журналистов на лучшее освещение в средствах массовой информации прав детей в Абхазии. На конкурсе было представлено 7 работ молодых журналистов, и нам особо приятно сообщить, что первое место разделили между собой журналисты АГТРК Рената Шакая за освещение темы права детей с ограниченными возможностями и Нала Мукба за освещение темы детская наркомания.
В преддверии празднования Международного дня защиты детей благотворительный фонд «Мир детства» организовал в Пицунде праздник, в рамках которого состоялся конкурс рисунков на асфальте, различные спортивные игры, состязания и мастер-классы для детей и взрослых. Изюминкой праздника стал парад на колесах, в котором приняли участие малыши на личном транспорте, велосипедах и самокатах. Репортаж Налы Кофе. В преддверии Международного дня защиты детей благотворительным фондом «Мир детства» в Пицунде была организована праздничная программа для детей и взрослых. Дети с ограниченными возможностями, подопечные различных центров, также были приглашены на мероприятие. Праздничный концерт, конкурс рисунков на асфальте, различные спортивные игры, состязания, мастер-классы для детей и взрослых. В этот день почти все жители Пицунды были частью одного большого праздника. А изюминка праздника детства стал парад на колесах, в котором приняли участие малыши на личном транспорте. По словам организаторов праздника, представители благотворительного фонда «Мир детства», они долго готовились к данному мероприятию, а особое внимание в этот день они хотели уделить подопечным детских реабилитационных центров. Лет 25-26 лет этим мероприятием я провожу. Взяла пример с Московского детского фонда. У меня в семье росла девочка, которой нужно было помочь. Через Московский фонд мы попали в Германию. И вот что я хочу сказать, видя радость детей, если даже он болеет, насколько приятно, когда он в обществе находится. И хочу привести пример нашего реабилитационного центра и всех детей из реабилитационных и вообще, кто находится дома. И таких детей мы не оставляем. Мы, во-первых, пригласили в Пицунду таких детей, которые являются номинантами фестиваля, международного фестиваля. Это традиционно уже это прогулка по набережной, здесь они участвуют, эти дети, являются дипломатами, диплом им давали, вот Глазава Амина, Авец Балион. Очень перспективные ребята. И, конечно, мы эти работы хотим вот с фондом вместе, чтобы потом можно было бы, когда будет продажа, чтобы эти дети в доброй воле могли участвовать, и могли мы в фонд Ашана перечислить эти деньги. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Нала Кофе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Сборная Абхазии по футболу прибыла в Республику Арцах для участия в чемпионате Европы КОНИФА-2019, сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхаз Манаргия. В аэропорту сборную Абхазии встречали организаторы чемпионата. У въезда в Степанакерт сборную Абхазии встретили с хлебом и солью, традиционными блюдами армянской кухни. Церемония открытия турнира состоится 1 июня в Республике Нагорный Карабах. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня. В национальную сборную Абхазии попали голкиперы Инал Кацба, Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жана, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агарба, Шабат Логу, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбай, Алан Хугаев, Данил Чирикбай, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барцыци и Данилу Арценба. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 27-32 тепла. Температура морской воды плюс 20. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.
влезала на эту скамеечку,